Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». И сегодня мы покажем пожар в одной из организаций в Троицком лесу в Казани. Вон будка охраны загорелась. Но там охраны, правда, нету. И задержание мужчины во время закладки наркотиков в тайнике в Альметьевске. Видите, да? Вот кучка такая. Расскажем, как автоинспекторы нашли автомобиль, водитель которого сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места происшествия. А также новый предлог мошенников для отъема денег. Заявительница испугалась, доверилась мошеннице и стала следовать инструкциям собеседницы. Женщина спустя несколько часов поняла, что сама отдала аферистам кредитные наличные. Все это прямо сейчас. Пожар вспыхнул на территории одного из предприятий в Троицком лесу. Возгорание заметил охранник соседней промышленной базы. Услышав треск, мужчина вышел на улицу, увидел проводку, которая искрилась за соседним забором дыма и языки пламени, окутавшие одно из помещений. По предварительным данным, пожар возник в помещении охраны, которое на момент происшествия отсутствовало на месте. Судя по тому, как тут все трещало, замкнул. Именно треск и привлек внимание охраны соседних организаций. Сторож, расположенный рядом базы, вышел посмотреть, что именно трещит на улице. Он первым и увидел языки пламени. Сразу побежал предупреждать коллег, работавших по соседству. В описании ситуации выражений не выбирал. Сосед прибежал, у меня окна на ту сторону выходят, я тут не охраняю. Вот там сосед прибежал, говорит, горит. Слышу, треск, дым идет. Ну, трещит, искрит, видать, провода, смотрю, ангар, что ли, горит. Ну, как длинный. Ну, издалека-то не видно, дым идет. Вместе вызвали пожарных, и тут стало ясно. Горит, вероятнее всего, бытовка, стоящая на территории базы. Единственный капитальный ангар огнем не затронут. Вон будка охраны загорелась. Но там охраны, правда, нету. Видите, там щебенка. Что там охранять? Кто щебенка будет воровать-то? Ни разу не видел, чтобы здесь как охрана была или что. Сколько лет работаю, ни разу не видел, все время закрыто. Когда у них открыто, закрыто, ни разу не видел. Слышал, там щебенку привозят, там, испугались? А что испугаться, а там дальше же пост. С огнем пожарные справились быстро, распространиться пламя далеко не успело. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям. Но работники соседних организаций не сомневаются. Причиной всему стало короткое замыкание. Рания Абдрахманова, Альбина Минаева. Вызов 112. Автоинспекторы задержали 19-летнего водителя, который сбил 8-летнего ребенка на улице Анаса Тазидинова и скрылся с места происшествия. Мальчика доставили в больницу, врачи его осмотрели, отпустили домой. В госпитализации несовершеннолетний не нуждался. Тем временем полицейские выяснили, что сбила мальчика черная Honda Civic. Машину обнаружили на улице Баки-Урманче. Установили, что за рулем иномарки в момент ДТП находился 19-летний молодой человек, у которого нет водительских прав, он их никогда не получал. В то же время у водителя имеется 70 неоплаченных штрафов за нарушение правил дорожного движения на общую сумму в 42,5 тысячи рублей. В отношении водителя составили 3 административных материала: за управление автомобилем без прав, за оставление места ДТП и неоплату штрафов. Молодого человека сначала доставили в отдел полиции, затем в мировой суд, который назначил ему 10 суток административного ареста. Машину отправили на штрафстоянку. Несколько часов потребовалось 52-летней жительнице Альметьевска для того, чтобы понять, что она стала жертвой мошенников. Женщина пришла к этой мысли сама, но только после того, как перевела аферистам крупную сумму денег. И свои собственные, и те, что по требованию неизвестных взяла в кредит. Потерпевшая прекрасно знает о популярных схемах обмана, когда мнимые родственники якобы попали в беду и просят финансовой помощи. Или когда клиентам звонят якобы сотрудники банков. В этом конкретном случае звонившие представились сотрудниками пенсионного фонда. 52-летняя жительница Альметьевска успела оформить кредит в 560 тысяч рублей, снять наличность, перевести деньги на счет аферистов, успокоиться и несколько часов порадоваться, что опередила мошенников, прежде чем поняла, что сама же и отдала им все, что было. И тут же помчалась в полицию писать заявление. Стражам порядка рассказала о популярных схемах обмана, когда мнимые родственники якобы попали в беду и просят финансовой помощи, и когда звонят из банков, знала, но тут ничего подобного не было. Звонили из пенсионного фонда и говорили о перерасчете пенсии. Заявление для экономии времени предложили подать также по телефону, никуда не приезжая. Для идентификации попросила продиктовать поступивший код из СМС-сообщения. Заявительница продиктовала все цифры, и на этом разговор прекратился.
Через несколько минут ей снова позвонили. На этот раз представились сотрудниками казначейства и сообщили, что мошенники пытаются воспользоваться кодом из СМС, который она продиктовала сотруднику пенсионного фонда, и что от ее имени уже поступила заявка на получение кредита. Заявительница испугалась, доверилась мошеннице и стала следовать инструкциям собеседницы. По указанию звонившей установила на телефон специальное приложение и зарегистрировалась. Звонящие все время были на связи, не разрешали прекращать разговор даже тогда, когда женщина поехала в банк снимать наличность. Разговор прекратился после того, как женщина перевела все деньги на якобы безопасный счет, который ей сказали по телефону. По факту обмана возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», но это не освобождает женщину от возвращения взятой в банке суммы. А стражи порядка предупреждают, официальные структуры никогда не просят сообщать им номера из СМС-сообщений. В случае сомнений необходимо прекратить разговор и позвонить по официальному номеру телефона организации, сотрудники которой пытаются с вами связаться. Алия Хайрудинова, вызов 112. Полицейские Казани вернули похищенный велосипед законной владелицы. С заявлением о пропаже двухколесного средства передвижения в полицию обратилась девушка-курьер службы доставки. Она сообщила, что оставила свой рабочий транспорт буквально на 10 минут, чтобы забрать заказ. Вернувшись, поняла, везти его не на чем. Подозреваемого в краже нашли быстро. Им оказался 37-летний ранее судимый мужчина. Он сообщил, что увидел велосипед без каких-либо средств охраны и похитил его. В дальнейшем планировал продать, однако сделать это не успел. Полицейские пришли к нему раньше. Велосипед изъяли и передали владелице, а в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража». На 15 лет может лишиться свободы 32-летний молодой человек, которого заподозрили в причастности к незаконному обороту наркотиков. Мужчину задержали в Альметьевске с поличным как раз в тот момент, когда он закладывал свертки с запрещенными веществами в тайники. Такого поворота событий он не ожидал, испугался, но отрицать свою причастность к найденным у него сверткам с белым порошком было уже бессмысленно. Видите, да, пинты? Вот кучка такая. Он попался в поле зрения оперативников не случайно. У полицейских уже была информация о возможной причастности его к распространению запрещенных веществ. Задержали мужчину с поличным как раз в тот момент, когда он раскладывал свертки с наркотиками в тайники. Сегодня в связи с чем был задержан? Можешь пояснить? Сегодня был задержан при попытке сбыта. Он что делал в городе? В Альметьевске? Раскладывал? Раскладывал. Что? Свертки, в которых делалось наркотическое вещество мефедрон. Он сознался во всем сразу. Отрицать свою причастность к запрещенным веществам было бессмысленно. Это сам, получается, расфасовал, да, дома? Да. А сегодня успел разложить? Порядка 5 штук. Ага. 5 успел разложить. В телефоне имеется, да? Фотографии координат. Да. Все, что он расфасовал, было у мужчины при себе. При дальнейшем обыске дома у подозреваемого нашли только полимерные пакетики, магнитики и несколько рулонов изоленты, аналогично той, которой были обмотаны свертки. При себе имеешь что-нибудь запрещенное? Да, еще осталось порядка 20 свертков. Тоже аналогично, да, получается, да. Сверток? Их нашли как раз в заднем кармане брюк мужчины. Все изъяли и направили на экспертизу. Вот это данные свертки, да, вы сегодня намеревались на территории города Альметьевска разложить, да? Да. При проведении личного досмотра оперативники обнаружили, изъяли у мужчины наркотическое средство этнического происхождения, а также электронные весы и упаковочный материал. В отношении мужчины был составлен административный протокол за употребление наркотических средств без назначения врача. В том, что иногда употребляет, он сам сознался полицейским. Мировой суд назначил мужчине 3 суток административного ареста. Наркотики употребляешь какие-нибудь? Бывает. Какие? Мефедрон. А за покушение на продажу наркотиков в отношении него возбудили уже уголовное дело. Статья предусматривает до 15 лет лишения свободы. Лиана Бахтиева, вызов 112. Это все, о чем сегодня мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570-50-50 или на мобильный 8-9869-112-112. Также мы доступны и в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.